Репрессии были страшным пятном в истории Советского Союза. В годы репрессий только в Кыргызстане было расстреляно около 40 тысяч человек, когда население составляло всего 2 миллиона. Члены семей репрессированных носили клеймо врагов народа и считались изгоями. В их числе был наш великий писатель Чингиз Айтматов, сын репрессированного Төрекула Айтматова. 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая война. 22 июня 1941 года нацистская Германия нападает на СССР. Эту часть Второй мировой назвали Великой Отечественной войной. Вторая мировая была самой кровавой войной в истории человечества. Участвовало 62 страны. 73,8% населения Земли прямо или косвенно принимали в ней участие. Количество военных составляло 130 миллионов, из которых погибло 25. СССР потерял в этой войне 8 миллионов. За все время военных действий на фронт от Кыргызстана было отправлено 360 тысяч человек, из которых вернулась только 1/3. На войне много кыргызстанцев отличились своей отвагой и доблестью. К примеру, Чолпонбай Тюлебердиев закрыл пулеметный дзот своим телом, чтобы его отряд мог прорваться к врагу. Или Дүйшен Кулшопогов, который в составе Панфиловской дивизии не дал прорвать оборону Москвы. Было много других кавалеров Ордена Славы, героев, о которых мы, возможно, ничего не знаем. Красная Армия проявила такой героизм, который присущ только тому, кто оказался под страшной угрозой рабского порабощения. Невозможно переоценить вклад обычного народа, который своим непомерным трудом обеспечивал армию всем необходимым. На войне погибло очень много кыргызских мужчин, на плечи которых в мирные дни ложилось ведение хозяйства. Поэтому в военное время всем занимались дети, женщины и старики. Они же и выкопали Большой Чуйский канал, потому что была нужда в поливочных сетях. Состояние кыргызского общества в годы войны очень эмоционально передал наш писатель Чингиз Айтматов в повести «Материнское поле». Война стала причиной эвакуации заводов и фабрик, профессиональных квалифицированных людей и ученых с Запада на Восток. Это дало толчок техническому прогрессу в странах Центральной Азии, в том числе и созданию благоприятной интернациональной среды для социума. 9 мая 1945 года безоговорочно капитулировала Германия, а 2 сентября 1945 года Вторая мировая подошла к окончательному концу. После войны все заводы были переделаны для нужд обычных граждан. Государство начало восстанавливать все то, что было разрушено войной. Экономика начала стабилизироваться. Строится новый государственный аппарат из представителей местных этносов по всему Союзу. В 1950 году главой республики становится Исхак Разаков, показавший себя умелым руководителем в военные и послевоенные годы. Послевоенные же годы хорошо описаны в первом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». 3 марта 1953 года умирает Сталин. Через 3 года, в 1956 году, в Москве публикуется доклад Хрущева, разоблачающий культ личности Сталина. Значительно пересматривается предыдущая политика СССР, признаются преступления вождя. В 1958 году принимается решение реабилитировать тысячи и тысячи репрессированных, невинных людей, и члены их семей перестают называться врагами народа.